Абхазские фальсификаторы историографической науки распространили ложь о том, что Лаша, второе имя царевича Георгия, сына царицы Тамары, будто является абхазским, апсуйским именем. Грузинской общественности известно, что имя Лаша имеет собственно грузинское, картвельское происхождение и письменно подтверждено в надписи «Тбиси», датируемой VIII веком и обнаруженной в той части Картли, где никогда не проживало абхазское, апсуйское население. Абхазские историки публикуют отрывок из грузинского источника «История и восхваление венценосцев» и акцентируют внимание на то, что в грузинском источнике говорится о языке абсаров, который сегодня отождествляется с абхазским, апсуйским языком. Первые собравшиеся на счастье и судьбу Лаши, что с языка абсаров переводится как «просветитель вселенной», направились в Бардави, великий и древний город. Академик Китиван Ламтатидзе считается самым авторитетным специалистом по абхазскому и абазинскому языкам. Китиван Ламтатидзе могла по речевым особенностям угадать, жителями какого абхазского или абазинского села являлись ее абхазские и абазинские собеседники. В 1930-х годах Китиван Ламтатидзе изучала мужские и женские имена, распространенные среди абхазов и абазин. Анализируя эти данные, в опубликованном материале она писала, что нигде не смогла подтвердить, обнаружить имя Лаша. Мужское имя Лаша подтверждается в грузинской действительности в то время и в том месте, когда и где абхазы, апсуйцы не могли его распространить. В абхазской среде имя Лаша не было популярным до второй половины XX века, а среди абазин, наиболее близких к абхазам по языковому родству, это имя до сих пор нигде не распространено. Мужское имя Лаша имеет грузинскую семантику и грузинское происхождение. На протяжении столетий имя Лаша было популярным среди картвелоязычного населения. Сегодня примерно 25 тысяч этнических грузин носят имя Лаша, но в абхазской среде ситуация существенно иная. До второй половины XX века имя Лаша не было распространено среди абхазов, однако в 1960-х годах вышеупомянутая цитата грузинского летописца стала известна для широкой абхазской общественности. Только после этого начали абхазы называть своих сыновей именем Лаша, чего ранее не наблюдалось. Изучая фамилии, произошедшие от мужского имени Лаша, следует отметить то обстоятельство, что в Картле письменно подтверждена фамилия Лашадзе, тогда как в абхазской среде нет фамилий, произошедших от мужского имени Лаша, например, Лаша Ипа или Лашаба. Подобные фамилии не встречаются нигде, ни в абхазской диаспоре, ни в самой Абхазии. В процессе непредвзятого изучения данного вопроса грузинские ученые особое значение придавали исследованию первоисточников. После публикации научных работ грузинских историков и филологов, изучавших различные списки грузинской летописи, история и восхваление венценосцев, всем стало ясно, что сведения о языке абсаров являются вставкой позднего периода. На всеобщее обозрение были представлены различные списки первоисточника. Все заинтересованные лица убедились, что в самых известных и достоверных списках, списке царицы Мариам и списке Мачебели, ничего не говорится о языке абсаров. Грузинская общественность была шокирована, узнав, что по факту в обнародованных рукописях нигде не написано словосочетание «язык абсаров», опираясь на которое современные абхазские историки
объявили имя Лаша абхазским именем, и, поверив этому, рядовые абхазы стали называть своих сыновей именем Лаша, тем именем, которое, по всем историко-этнографическим исследованиям, является нетрадиционным и ненаследственным мужским именем для абхазского, апсуйского народа. Достоверными научными исследованиями установлено, что словосочетание «язык абсаров» не содержалось в первоначальном тексте грузинской летописи «История и восхваление венценосцев» и не принадлежит ее автору. Выяснилось, что данное сведение является вставкой позднего периода и впервые появляется в XVIII веке. Сегодня в Абхазии практически невозможно найти абхаза, который мог бы сказать, что его абхазский дед, родившийся в первой половине XX века, носил имя Лаша. Несмотря на это, одна часть абхазской общественности до сих пор находится в плену фальсифицированной историографии и искренне верит, что Лаша – это абхазское, апсуйское имя.